За черникой приехали. Приехали вчера. Так, маленько пособирали. Затоборились тут. Палатку натянули. И вот собираем. Вот. Сыночек куда-то убежал, что его долго нет. Не в его это правилах. Должен был прибежать, но нет, его что-то придет, наверное. Так. Вот. Уже чищенная. Вот хорошая штука, оказывается. Вот это вот. Чистить ягод. Быстро. Быстрее, чем на ладонях-то. На ладошках сидишь там, дуешь, пока голова не заболит. Тут потряс там, повыбирал, высыпал. Еще горсточку другую. Опять чистишь. Быстрее намного. Вот. Так вот обустроились. Ночью так-то холодновато уже стало. А? Середина августа. Палатку где-то за час где-то натянули. Хорошую палатку купила супруга. Моя-то меньше. Говорит, по ягоды поедем, так это тесно будет. А вот и мой кормилец идет. Сколько он набрал? Сейчас посмотрим. Что, нашел? Ягод. Собрал? Собрал. Сколько набрал? Ну, 3, а вот до этого 2,5. Так что в целом... 5,5. Угу. Молодец, крупный нашел. А. Где-то вот по этой дороге метров 500, да, нашел? Да. Где-то так. А. Так что у нас уже сколько? Ну, 4 ведра тут точно есть. Вон 2 ведра мы вчера начистили. Приготовили старым охотоведом, запертым коронавирусом дома. Заказывали. Отправим в Якутск. А вот и ягода черника. Вот она так вот выглядит. Хорошая ягода. Вон они стоят. Крупные какие. Нынче-то висят на открытых местах. Что-то нет на гольцах, да? А тут, где сыро, в лесу, под кустами есть. Такие дела. Собираем мы ее вот таким вот инструментом. Такой вот он у нас. На самом деле. Бывают такие заводские, конечно. Пластмассовые. Эти-то я соберу и то. Так, кусками вот таким, ну, чтоб сплошняком росло, нету, да? Вот такими кусочками попадаются. Ты вот так вот прямо пройдешь по лесу. Не найдешь, крутанешься обратно, идешь по своим следам. Чик, находишь. Так вот. Эта ягода такая в таких кустах, то ну с какой стороны подойдешь. С другой стороны подойдешь и не заметишь. А так видно. Ну вот, собрал. Ну, где-то здесь пол-литра. Ну, чуть больше пол-литра, может быть, будет. 600-700 грамм. И вот где место, где собрал. Вот это. Если аккуратно работать, то нормально. На ягоднике не должно отражаться это.
Ну, это просто, когда рвешь ягоды, придерживать руками надо, чтобы с корнями не вырывать. Но это я к тому, что это некоторые вот против этого, ну, против таких агрегатов. Вот, мол, типа ягодники все там испоганили, все повырывали. Ну, не умеющие, конечно, может, повырывают. А так-то что? Сильно большого изменения я, например, не вижу. Так вот. Это же, как говорится, инструмент. Вон. Дай лопату дураку. Он такой там все перевернет. Вот так-то руками, конечно, рвать. Это экологичнее, что ли, так сказать. Но все равно инструмент есть инструмент. Утро. Надежа моя опора еще спит. Вот так вот. Живем. Хорошая палатка. Купила Яна Васильевна. Чайник уже скипятил. Жарко даже уже стало. Дверь приоткрыл. Так-то ночью подморозило маленько под утро. Сегодня будем собирать. А так вчера тоже набрали. Погода будет хорошая сегодня. Позавчера лил дождь. Вчера тоже грозился. Там маленько местами капал. Спит. Шкура оленей. Хорошая штука, только вот без шерсти просыпается. Это еще хорошая шкура. Такие это, ну, не сильно зимние. Осенние, можно сказать. Хорошая шкура. Будем готовить завтрак, да? Гречку мы скипятили. Сейчас в эту маленькую сковородку тушеночки бросим. Вчера вот тушенку оставили маленько. Ну, половину, большая банка сильно была. Думаю, жирно будет. Половинку оставили. Сейчас мы ее вытряхнем туда. Перемешаем. С гречкой. И будет у нас каша. О. Ну, чтобы одежку весить, сушиться. В принципе, тут надо было сухую вешать, чтобы смола не лезла. Но на пару дней на денек переночевать-то хватит. Что подвернулось под руку, как говорится. Кармашек у него сзади. Палатки. А это Григорьева шьет. Есть у нас такая мастерица. Народная даже. И, ну да, она народная даже. Она это как его в Москву на выставку даже ездила. Шьет, ё-моё. Молодец она. Какие шубы хорошие. Качественно все. Она тоже в лесу много жила. С оленями жила, сейчас в поселке на пенсии. Работает. Не покладая рук, как говорится. И постоянно что-нибудь заказывает.